Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях туристы из Китайской Народной Республики, которые на днях вернулись из полюса холода Аймекония. Разрешите представить вам переводчика, студента Северо-Восточного университета Ло Бо. Здравствуйте, меня зовут Любо, я учусь в СФУ. Я как переводчик этого похода. Моя команда всего 8 человек. Вот самый старый человек у нас, он математик, ему 36 лет, а наш организатор – это девушка. Мы из одного провинции. Остальные живут в самой южной части в Китае. И то есть они живут в севере Китая. Как собралась ваша группа, вот организована была, да? В каком-то форуме, да, вы познакомились друг с другом? 3 месяца назад наш организатор, эта девушка, она написала одну форму в интернете. Когда мы прочитали эту статью, мы все открыли одну группу, чтобы мы могли вместе соединяться. Среди вас очень интересные личности, да? Сказали, что есть учитель частный, который имеет частные школы, и гений математики. Представьте нам, пожалуйста, его. Хорошо, вот. Это наш математик, он вообще гений математики, он мог считать очень быстро вообще, чем машину. Это в уме считает сразу, да? Да. Попробуем, да, наверное, вообще. его способности, как он там покажет. Давайте, пожалуйста, пусть расскажет он. Есть много методов по математике, но вот он своя метод, которые отличаются от традиционных методов. Например, когда дети считают в школе, они всегда надо проверять, но как правильно проверять, это его метода. Примерно. Так, цифры, да, любые? Ага, считает тут же. Ага. А умножать? 123 плюс 45, значит 168. Если мы хотим проверять, это правильно нет, эта метода называется минус 9. Например, 1 плюс 2 плюс 3. 6. 4 плюс 5, значит 9, да. 9. Тогда что мы можем удалить этого 9. Если мы удалить 9, значит 0 мы будем. 因为1和8等于9，所以我1加8等于9，所以我把它们两个划掉， А, понятно, ага, 9 там получается. 就剩6。 6. Ух ты. Ага. 这里是等号，这里是加号，6加0得6对，上面的就对。 Да. Получается так. Да. 可以了 Странная 再来一个 методика. Мы еще одну что? Ага. 比如说 72 259. 259 Уменьшить 81, значит 等于Вот результат. 58529。如果我们 Если мы хотим проверять, это правильно или нет, 对，依然可以减去。 мы можем так пользоваться вот этой методом. Чтобы 9 было, да? Ага. 这里是不是也有一个9？ Вот Так, 9. убрали девятку. 剩2和5是不是得7？减不了7 9了，就把2加5得7写下来。8加1 8 плюс 1 вот 9. 那么把9划掉，是不是剩0？ Вот. 8加1等于9，划掉之后是不是剩0？继续，这里有个9是不是划掉了？这里有个9是不是划掉了？ 2 2加 плюс 7 7 это 9. 是不是也划掉了？ Двойку. 剩5 5 плюс 8 плюс 相加等于 5, 18 значит 18. А, Это 2 раза 9. 减去9之后剩 多人弄你把它去剩了0是不是剩个0？这个9没有了，这个9没有了，这个9没有了，剩585 18能减去2乘2乘以9。 Вот искать 0. 这样的话，这里是等号。 7 умножить 0, значит 0. Значит, что вот это правильно. все понятно? Ага. Ну, в общем, вот такая методика у него, да? Да, а только это его своя
методика. Сейчас в Китае у него 11 школ. 11 частных школ его. Да, уже есть 11 школ. А в Африке есть одна школа. Это его школа? Да, его личная школа. Вы еще представьте, пожалуйста, нам руководителя туристической компании, которая тоже частная, да, компания, Да, тоже да, девушка да. эта. Пожалуйста. Эта девушка, это наш организатор этой группы. Руководитель, ага. Да. В самом начале собрал эту группу, чтобы некоторые друзья у него, они никогда не увидят снег, они хотят здесь снег увидеть. У него такая цель была. 65 градусов как раз в то время как бы были там, да, искупались там в роднике чистом, да, не замерзающем. И каково впечатление было? Говорят, там родник более, как, может быть, теплые были, говорят. Холодно было, да? Наш маньяк, он отвечает, когда мы искупались, там очень холодно было. Особенно, что нога замерзла, потому что это наш первый так делали. Конечно, очень холодно. Ребята остальные, как, что вам понравилось, особенно в Аймеконском улусе, вот где вы в Тамторе были, да? Какие достопримечательности туристические? Резиденция Чингисхана, наверное, да, музей. Аймекон, название, это очень простые. Когда мы первый раз слушаем это название, мы ничего не можем подумать. Но когда мы приехали, настоящая природа очень красивая. Нам все понравилось. Особенно такая красота под морозом. Когда мы отправляли фото в Китае, все люди увидели, что такое место в мире и есть. И сейчас мы уже собирали несколько групп, они уже на дорогу в Аймекон, они скоро будут. Спасибо вам, дорогие наши китайские гости. Успехов вам в ваших всех начинаниях. И приезжайте к нам еще раз в гости.